Далее об образовании, а точнее о его поддержке. Мирнинский региональный технический колледж претендует на получение премии Дмитрия Медведева. Вручается она лучшим колледжам страны ежегодно, и чтобы получить столь высокую награду, необходимо пройти жесткий отбор. Первый тур МРТК успешно преодолел. Каковы шансы пройти второй этап конкурса, узнал Роман Муконин. По приезду в Мирный члены экспертного совета при правительстве России сразу приступили к осмотру учебных и производственных кабинетов МРТК. Далее при их участии состоялся круглый стол, куда были приглашены местные работодатели. Министр профессионального образования Якутии рассказал гостям о переменах, которые ожидает МРТК в связи с передачей ему профтехучилищ Айхала и Удачного, а впоследствии и Светлинского техникума. Хотелось бы более четкого выражения мнения со стороны подразделений компании о подготовке специалистов и требованиям дополнительным, которые могут быть сегодня предъявляться для формирования учебных программ. За последние годы МРТК кардинально изменил систему обучения, что потребовало переоснащения материальной базы. Теперь в колледже лучшие лаборатории и мастерские, а его студенты берут первые места в конкурсах профмастерства всероссийского уровня. Когда мы создадим вот эту вот филиальную сеть, то логично и было бы строить эту филиальную сеть по конкретным направлениям. То есть с тем, чтобы каждое из учебных заведений, как я уже сказал, концентрировалось на определенной своей специализации. Эксперты из Москвы внимательно наблюдали за происходящим, делая определенные выводы. Но в первую очередь их интересовало мнение работодателей о качестве обучения. Разительные перемены за последние годы отметили все. В первую очередь это связано с вовлечением специалистов Алроса в обучающий процесс, когда они направляют и курируют подготовку студентов. Уже принято решение о передаче МРТК, выведенного из эксплуатации шахтного оборудования, чтобы на практике обучать студентов навыкам горного дела. В планах у колледжа открытие специальных учебных полигонов на северных площадках, имитирующих подземные условия работы. А комиссия из Москвы увиденным осталась довольна, продолжая собирать информацию для конечного анализа.